Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. На стражу порядка. Рустам Минниханов вручил ключи от нового транспорта сотрудникам МВД. На обновлении автопарка побывал и Рамиль Шайдуллин. Больше миллиона сделанных тестов и суточный прирост 0,7%. Под наблюдением у нас остается 18 очагов новой коронавирусной инфекции. Об эпидобстановке в республике расскажет Рамиль Галиуллин. Большие планы на схемы движения. И приоритет будет пешеходам, а не транспорту. Как в Казани хотят изменить транспортные маршруты, узнал Дмитрий Аренин. Прощание с Ильсуром Садыковым. Человек он очень хороший, я по нему буду искренне скучать. О пути талантливого режиссера. Салават Мухаммадуллин. За верную службу Рустам Минниханов сегодня вручил ключи от 88 машин и мотоциклов сотрудникам МВД. Их получили участковые автоинспекторы со всей республики. Событие предпраздничное. Завтра отмечается День сотрудников органов внутренних дел. Их автопарк традиционно обновляется в преддверии профессионального праздника. О том, как технические новинки помогают службе силовикам, расскажет Рамиль Шайдуллин. Здравствуйте, товарищи! Они не боятся ни ветра, ни холода, а с этих минут и бездорожья. Полицейские республики получили ключи от 88 машин. Хочу поблагодарить вас за вашу службу, пожелать, чтобы вот эти автомобили, они на самом деле облегчили вашу работу, повысили вашу мобильность. 44 Нивы, 5 УАЗов Патриот, 39 иномарок. Сегодня они отправились по всему Татарстану. Один из внедорожников едет в Ютазинский район. За рулем участковый Рамиль Ахмедшин. В сельском населении это очень хорошая машина. Как бы проходимость есть, бывает и то, что и по бездорожью ездим. Рустаму Минниханову показывают, как оснащена новая полицейская машина. Кроме традиционных детекторов и раций, здесь появились и технические новинки. Это для тренировки, это дорожный рейк, сразу смотреть. То есть у нас прибор для тренировки? Все есть сразу, абсолютно. Прекрасно, что в республике, руководство республики, лично Рустам Галиевич понимает, насколько важна в нашей работе материально-техническая оснащенность. Полицейский автопарк модернизируется ежегодно. Сотрудники в свое время получали и вездеходы, и даже снегоходы. Сегодня еще и мотоциклы. Для человека, далекого от службы, такой шанс, наверное, предоставляется раз в жизни, поэтому многое сразу бросается в глаза. Во-первых, максимальная скорость на спидометре больше 200 км в час, чтобы всегда настигать любого нарушителя. Поздравляя с наступающим праздником, президент отметил, этот коронавирусный год стал непростым и для полицейских. Объем задач увеличился, но они совсем справились достойно. Рамиль Шайдуллин, Андрей Мендубаев, ТНВ, Казань. К другим новостям. В Татарстане сегодня зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса. Большинство контактные, 4 завозных случая. В России за сутки тоже новый антирекорд. Почти 22 тысячи заболевших коронавирусом. Заметен рост и по регионам. В лидерах Москва и новый антирекорд почти 7 тысяч случаев. В Санкт-Петербурге 1403 заболевших. В Нижегородской области 411. В Самарской области 191 человек заболели новой коронавирусной инфекцией. В Башкортостане 106, в Чувашии 70. Татарстан перешагнул отметку в 1 000 000 ПЦР-тестов на коронавирус. За прошедшие сутки на ковид в республике проверили почти 7 тысяч жителей. Об этом сегодня рассказали в Роспотребнадзоре республики. При этом суточный темп прироста ковида составил 0,7%. Несмотря на увеличение, это по-прежнему один из самых низких показателей в России. Почему тесты на коронавирус не всегда точны? Были ли заболевшие среди детей и сотрудников при школьных лагерях? И сколько очагов остаются под наблюдением специалистов, расскажет Рамиль Галиуллин. За истекшие сутки в республике зарегистрировано 58 случаев новой коронавирусной инфекции. А накануне 59. Таких высоких показателей осенью еще не было. Специалисты говорят, традиционный сезон гриппа и ОРВИ во многом усугубил ситуацию с коронавирусом. К слову, в Татарстане провели уже более 1 000 000 ПЦР-тестов на ковид. За истекшие сутки проведено 6915 тестов на ПЦР-диагностику. И с нарастанием на сегодня
по республике в целом проведено 1 миллион 17 тысяч 813 тестов. Сегодня сдать тесты можно в 5 частных и 14 государственных медорганизациях. Вот только эти тесты не всегда бывают точны. У любого теста есть определенная погрешность, но эта погрешность составляет в пределах 99,8-99,9. В работе любого оборудования она есть. Эти результаты возможны только в том случае, если будет неправильно проведен забор. Ежедневный суточный прирост ковида в республике 0,7%. Это по-прежнему один из самых низких показателей в России. Хотя еще 2 недели назад он был 0,5. Как отметили в Роспотребнадзоре, осложнений эпидситуации не было и в местах детского отдыха. За осенние каникулы в лагерях отдохнули больше 5000 детей. Никто не заболел. Чего не скажешь об учебных заведениях. С начала осени коронавирус обнаружили у 69 учителей, 34 школьников и 31 студента. Под наблюдением находится 18 очагов заражения. При этом в работе по лечению больных задействованы все специалисты Минздрава, отмечают в ведомстве. Лечение пациентов с ковидом – это вотчина представителей самых различных специальностей. Это и терапевты, и пульмонологи. Что касается реабилитации, то там также работают самые различные специальности. Как отмечают специалисты, ситуация в стране остается стабильно напряженной. Они в очередной раз призывают соблюдать все санитарные меры. Рамиль Галиуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Вести разъяснительную работу среди представителей малого и среднего бизнеса в связи с имеющимися ограничениями. Такое поручение дал Рустам Минниханов уполномоченному по защите прав предпринимателей. Этот вопрос сегодня обсудили на заседании Оперштаба. Его провела вице-премьер Лейла Фазлеева. Она подчеркнула, в Татарстане пока не планируют вводить дополнительные ограничения из-за ковида. Но при этом ситуация напряженная, и во многом то, как она будет развиваться, зависит от самих бизнесменов и их отношения к профилактическим мерам. Вице-премьер напомнила, в республике уже действует ряд ограничений: обязательные маски, измерение температуры и изоляция людей с признаками ОРВИ или ковида. При соблюдении этих мер дополнительных ограничений не будет, отметила Лейла Фазлеева. Казанские рестораторы предлагают заменить мораторий на ночную жизнь на QR-коды. Применят ли в Татарстане изобретение Москвы? Подробности читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». Ситуация с ОРВИ и ковидом в Челнах мэр Автограда Наиль Магдеев назвал напряженной. Об этом он заявил сегодня на утреннем совещании. На сегодня в Автограде выявили 940 случаев коронавируса. 739 человек выздоровели, 29 скончались. Под наблюдением сегодня находятся трудовые коллективы, где были выявлены очаги заболевания. Это КАМАЗ, Кипмастер, Агрегат-центр и 9-я школа. В этих учреждениях тоже должен быть порядок. Не только на наших промышленных предприятиях. Тоже соответствующим образом должна быть термометрия, тоже соответствующим образом, если есть подозрение, что человек, значит, не совсем хорошо себя чувствует, простуженный, соответствующие меры нужно предпринимать. Наших в федеральном правительстве может стать больше. Премьер-министр страны Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Ирика Файзуллина на пост министра строительства и ЖКХ России. Предыдущий руководитель ведомства Владимир Якушев назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе. Внесение кандидатуры Ирика Файзуллина прокомментировал вице-премьер Марат Хуснуллин. Сначала он поблагодарил Владимира Якушева за совместную работу и пожелал удачи на новом месте. Ирик Файзуллин, по его словам, достойный кандидат на эту должность. Цитата: «Это большой профессионал с огромным опытом работы как на региональном, так и на федеральном уровне. Уверен, под его руководством Минстрой сможет быстро и качественно решать все стоящие перед ведомством задачи». И сегодня в профильные комитеты Госдумы России уже одобрили кандидатуру Ирика Файзуллина на пост главы Минстроя. Ожидается, завтра на пленарном заседании Госдумы депутаты рассмотрят предложенную кандидатуру. Зеленая волна светофоров, новые велодорожки, пешеходные переходы и система транспортно-пересадочных узлов. Сегодня в Казанской мэрии анонсировали в центре города транспортную реформу. Она призвана оживить трафик и сделать улицы более удобными для пешеходов. Сейчас в среднем за час через центр столицы проезжают около 11 тысяч автомобилей. И цифра эта будет расти с каждым годом. Поэтому решили пересмотреть логистику, чтобы было удобно и автомобилистам, и пешеходам. Как это будет выглядеть, пока в проекте увидел Дмитрий Аренин. Здесь, на улице Пушкина, в ближайшее время должен появиться наземный пешеходный переход.
Благодаря этому, чтобы добраться из главного здания в КФУ в здание финансового факультета, не нужно будет делать 300-метровый крюк через подземный пешеходный переход. Ранее все пешеходные переходы на этом оживленном перекрестке уже сделали регулируемыми. На улице же Профсоюзной сейчас настраивают работу светофоров в режиме «зеленая волна». Светофоры будут переключаться на зеленый свет к моменту подхода потока транспорта. Так по центральным улицам Казани можно будет проезжать почти без остановок. Следующий участок – это примыкание улицы Профсоюзной к площади Тысячелетия. На сегодняшний день здесь организован полноценный перекресток с регулируемым пешеходным переходом, а также реализована возможность безопасно въехать на площадь Тысячелетия с улицы Профсоюзная и также безопасно проехать на улицу Ташаяк. На площади Тысячелетия рассматривается возможность объединения территории перед стадионом с разделительной зеленой полосой. Так пространство для прогулок и массовых мероприятий станет больше. Еще в следующем году парк Горького и площадь Свободы хотят соединить велодорожкой, которая пройдет по улице Большая Красная. Мы всегда подчеркиваем, что город у нас прежде всего для горожан, и приоритет будет пешеходам, а не транспорту, но и вопросы транспортного, следующих этапов изменения схем, ввод новых дорог, улучшит и транспортное обслуживание, и дорожно-транспортную ситуацию, и в центре в том числе. К представленным планам казанцы отнеслись положительно. Некоторые к тому же советуют, что еще можно сделать. По-вашему, как такие нововведения? Ну, нормально. В Европе также везде. Будет более логичное движение автомобилей и в то же время велодорожки тоже это очень хорошо. Сегодня удобно на велосипеде ездить в Казани? Без велодорожек нет. Никуда почти не доедешь на них. Если только по крайней правой полосе, то опасно, страшно. Желательно пешеход, не просто пешеход. Светофор что был. Вот загорелся зеленый, люди проходят спокойно, и никаких нарушений. Умные светофоры уже в нашем городе необходимы. Если будет чувствовать поток, так и поток быстрее будет проходить, движение ускорится. Также в планах создать в Казани к 2040 году 17 транспортно-пересадочных узлов. Это такие комплексы, где можно пересесть с одного вида транспорта на другой, плюс посетить торговый центр. К примеру, такой узел может появиться на улице Абджалилова. Он должен стать одним из входов на территорию будущего парка «Русско-немецкая Швейцария». Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. В Татарстане с 1 января 2021 года подорожают месячные социальные проездные билеты. Постановление Кабинета министров республики подписал Алексей Песошин. Так, проездной для детей-инвалидов, детей из многодетных семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вырастет с 307 до 320 рублей. Для остальных категорий, это участники Великой Отечественной войны, бывшие военнослужащие, ветераны труда, инвалиды, будет стоить 526 рублей. Сейчас стоимость их проездного 505 рублей. Дорога жизни для забытого села Татваленки. Сегодня стало известно, в поселок будет дорога, и к ремонту уже приступили. Напомним, еще с лета местные жители оказались оторваны от цивилизации. Единственную дорогу закрыли. Мы снимали серию репортажей на эту тему. Ситуация начала выправляться. Но у жителей возникли новые вопросы. Какие, расскажет Юлия Гоголева. Сейчас таксисты даже не могут нас найти. Сейчас ищем ходы, как выезжать, как заезжать. Эти кадры мы снимали месяц назад. Тогда жители поселка Татваленка жаловались на то, что они отрезаны от мира. Единственную дорогу закрыли, когда рядом началась стройка жилого массива. Нефтяники забили тревогу и установили шлагбаум, мол, грузовики могут повредить подземный нефтепровод. Жителям остался альтернативный вариант – добираться до Казани через стройку. Но и здесь проезд для местных только по пропускам. Да и добраться до Татваленка было невозможно. Ни скорой, ни пожарным, ни такси. Дороги на карте нет. После общественного резонанса жители услышали, начали ремонт. Это переходный тип покрытия щебеночно-песчаной смеси. Дорога уже построена как раз для обеспечения транспортной доступности жителей поселка Татваленка. Там проживает 40 человек, и когда вот мало жителей в поселках, в населенных пунктах, мы применяем такой переходный тип покрытия. Еще недавно здесь были лужи и глубокие ямы. Сейчас дорогу укрепили, положили щебенку. Вот только жителей поселка Татваленка это по-прежнему не радует. Они искренне недоумевают, почему для них не откроют старую дорогу. А нужна она жителям для того, чтобы быстрее и без пробок добраться до Казани, и чтобы скорая с полицией оперативно приезжали на вызовы и предлагают свое решение проблемы. Проще поставить укрепление на плиты, поставить знак, что для больших машин въезд запрещен. Все.
Все, даже мы своим умом как бы это понимаем. Еще один вопрос, который беспокоит жителей: на чьем балансе будет участок отремонтированной дороги. До недавнего времени сам поселок Татваленко входил в Приволжский район Казани, а дороги относились к Лаишевскому району. Кто чистить будет? Вечером нормальная дорога, ночью метель пошла и всю дорогу задуло. Вот как там проедешь? Тут ладно, хоть можно пешком до остановки дойти. Да. Лопатой почистить можно, на крайний случай. В администрации Казани на этот вопрос нам пока не ответили. Представитель застройщика прокомментировал так. Я так понимаю, что, наверное, она встанет на баланс города, может. Но дорога все равно чиститься будет. То есть свой участок дороги мы чистим и чистили. Несмотря на все перипетии ситуации, проблема решается. Как заявил нам представитель застройщика, щебеночную дорогу они заасфальтируют за свой счет, если деньги не выделят из бюджета, как это сделали сейчас. Юлия Гоглева, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. О своей проблеме жители села Татваленко рассказали нам по WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео, могут стать репортажами в наших выпусках. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Прощание с Ильсуром Садыковым. Человек он очень хороший, я по нему буду искренне скучать. О пути талантливого режиссера. Салават Мухаммадуллин. В центре Казани Кос МС. Когда выщипывали гусей, замерзали очень сильно, и нас приглашали в дом для того, чтобы попить чай с блинами. Попробовала праздничные блины, а также узнала много нового о татарском народном празднике. Айгуль Бадрудинова. Невосполнимая утрата для нашего канала. Сегодня мы простились с телережиссером Ильсуром Садыковым. С коварной болезнью он боролся до последнего, но сердце не выдержало. Он ушел на 57-м году жизни. Впереди его ждали большие проекты, творческие находки, режиссерские замыслы. Он всю свою жизнь отдал телевидению. Пришел в начале 90-х режиссером и сразу стал автором целых циклов передач самых разных жанров. В последние годы Ильсур Абый был режиссером программы «Татарстан Хабарларе», работал на трансляции выборов, дебатах и на прямых праздничных эфирах. Сегодня вся наша большая телекомпания вместе с родными и близкими проводила его в последний путь. Тематическая точность, с которой он выходил в эфир, это даже меня всегда удивляло. Человек он очень хороший, я по нему буду искренне скучать, но, по крайней мере, он остался в своих работах, в своих наших сердцах. Вот здесь, в этой студии, в августе-сентябре работали над программой о выборах. Хороший товарищ, прекрасный человек. Первый пилот – это ведущий, а второй пилот – это режиссер. И с ним было так надежно, он так уверенно вел себя за штурвалом, режиссерским пультом, что ты тоже чувствовал, тебе передавалась эта уверенность. Он был очень хорошим, светлым человеком. Он никогда не принуждал, не говорил, что нужно вот так вот конкретно делать. Он направлял и порой прислушивался и к моим пожеланиям тоже. Этим он мне очень сильно запомнился. И очень жаль, большая утрата. Это был мой один из самых близких друзей. Не хочется применять слово «был», но, к сожалению, приходится. Могу сказать, что это надежный друг, отец. Он был таким эрудированным человеком, разносторонне развитым. Он так тихо, спокойно делал свою работу. С ним действительно как за каменной стеной. Вот действительно скала. Действительно был очень сильным человеком, мне кажется, потому что у него, и даже вот с этой болезнью, он столько с ней боролся. У меня такой борец, такой силы, шумный кишле. И мне очень жаль, что вот такая потеря действительно для нашего телеканала. Это великий профессионал. Он был всегда очень спокойным. Он умел в самых кризисных ситуациях, когда все вокруг горело, когда не успевали, когда прямой эфир. Он умудрялся и при этом оставаться всегда хладнокровным и очень четко, и очень профессионально исполнял свою работу. За это его любили очень коллеги, потому что он всегда помогал и ведущим, и журналистам делать так, чтобы они хорошо сделали свою работу.
Будут разбираться. Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы начало дело по поводу вывоза мусора. Владельцы отелей и рестораторы пожаловались на управляющую компанию ПЖКХ. Как заявляют, во время пандемии, когда была самоизоляция, многие заведения не работали и, как следствие, не было мусора. При этом региональный оператор западной зоны республики по обращению с твердыми коммунальными отходами продолжал выставлять счета. И сейчас, как заявляют бизнесмены, отказывается делать перерасчет. Если же рекоператор заявку не получает, не выезжает, но рассчитывает платеж по нормативу и не перерасчитывает его, на наш взгляд, здесь есть признаки нарушения. В настоящее время дело рассматривается. Мы в процессе получения доказательств с той и с другой стороны. За водой на колонку с электронной картой Казанский водоканал начал эксперимент. На смену советским колонкам в ряде районов города пришли современные с электронной подачей воды. Доступна она лишь тем, кто заключил договор с водоканалом. Таким образом, на предприятии намерены бороться с хищением воды. Готовы ли жители платить за воду, узнаем далее. Ринат Залялядинов, старожил Кировского района. Здесь, на улице Бабушкина, он с самого детства. И сколько себя помнит, за водой ходил вот на эту колонку. В молодости с коромыслами ходили. Сейчас уже коромыслы не в моде. Руками таскаем. Не так давно рядом со старой колонкой установили электронную. Теперь Ринату Залялядинову, чтобы набрать воды, нужно прикладывать специальную карту. Ее в этом микрорайоне выдали всем, кто заключил договор с водоканалом и исправно платит за воду. Ежемесячно 24 рубля 70 копеек с человека. За эти деньги полагается 1200 литров. Колонка, она более современная, более, я думаю, красивее и прочнее будет. Думаю, вандалы не будут ее разбивать. У нас и таких людей хватает. Она в Казани пока одна. Здесь, на улице Ягодинская, ее установили в качестве эксперимента. Если переживет зиму и не будет давать сбоев, старые колонки, а их в Казани около 150, уберут все, чтобы сократить потери. Сейчас за воду в этом частном секторе платят всего 9 семей, в чьих домах нет водопровода. Но утекает воды гораздо больше, чем оплачено. Пользоваться водоразборной колонкой на безвозмездной основе нельзя. Это вода точно так же, которая очищается Волжским водозабором, предприятием нашим, поставляется в магистральные сети города и, соответственно, выходит уже на водоразборную колонку. То есть, чтобы ей пользоваться, нужно обязательно заключать договор. Как заявили в ведомстве, потери из-за несанкционированного забора воды огромные. Жители этого микрорайона информацию подтверждают. Говорят, летом из желающих набрать баллон другой даже выстраивается очередь, а иногда к колонке подключают шланг и моют машины. Особенно летом, когда в жару, тут бывало по несколько машин стоят, такие крутые иномарки, и набирают нашу воду. Вот и сейчас на наших глазах из старой колонки бесплатно набирают воду. И таких здесь десятки. У нас там плохая вода. А часто так набираете сюда, ходите? Раз в неделю. До весны на Ягодинской будут работать и старые, и новые колонки. Как покажет себя новая техника во время морозов, пока не ясно. Так что у обладателей карточек пока есть выбор. Из какой колонки набирать. Качество воды, по данным водоканала, в них совершенно одинаковое. Вероника Гайнудинова, Юлия Гоголева, Ильгиз Шакуров, ТНВ. Казань. И спели, и поели, и научились ощипывать гусей. Сегодня в самом центре Казани прошел очень красивый древний татарский праздник Кос-МС. С давних времен, с первыми холодами, жители деревень собирались вместе для забоя гусей и сбора их пуха. Праздник гусиного пера живет в селах и по сей день, но в центре мегаполиса он заиграл новыми красками. Репортаж Айгуль Бодрудиновой. Старо-татарская слобода сегодня как деревенское подворье, куда сельчане собрались разделывать гусей. И гусь – настоящие традиции. С давних времен Кос-МС проходит в селах с наступлением первых холодов. Заготавливали гусиное мясо, набивали подушки пером и пухом. Сопровождалось все песнями и плясками, к которым присоединились и казанцы. Пока на улице работа и веселье, хозяйки в доме готовят угощения. Блины в дровяной печи – главное украшение праздника. Сначала с утра повар приходит, рано утром ставит тесто.
со всей своей любовью, со всей душой. Затем вот топим нашу печку дровами и уже жарим вот такие каймаки получаются. Очень вкусные, как раньше бабушки жарили в деревнях. Забой гуся, подготовка и вяление. Сложный процесс, который издавна доверяли только мастерам. Верх татарстанской нашей кулинарии – это вяленый гусь. Вот нигде такого больше вкусного блюда вы не попробуете. И уже есть поклонники этого блюда из других городов, регионов. Действительно, процесс очень непростой. Рецептов его приготовления очень много. На празднике Кос МСН не только заготавливали на зиму гусиное мясо и пух, а также назначали свидания. Издавна именно на этом мероприятии молодые люди знакомились, а также создавали семьи. Здравствуйте. А вы не женаты? Нет. Сейчас же у нас дискотеки, на телефоне сидят. Раньше же этого не было. Вот это козмеса, место знакомства было. Танцевали. И вот эта причина была, чтобы им встречаться. Кос МС проводится в Казани уже 3-й год и привлекает не только жителей города, но и туристов. Я из Башкортостана, и поэтому, конечно же, у нас традиции, обычаи схожи. Помогали бабушкам, теткам и своим родителям. И когда выщипывали гусей, замерзали очень сильно, и нас приглашали в дом для того, чтобы попить чай с блинами. Айгуль Батрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. На этом все. Больше новостей в наших социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас о погоде и до встречи. Родные места, природа, традиции. Весь ноябрь в автоцентре «Марка». Datsun от 378 900 рублей. Зимняя резина в подарок. Подробнее: 4 пятерки, 3 семерки и на Чуйкова 54Б. Обновленный Nissan Qashqai и X-Trail уже в наличии в автоцентре «Марка». Успейте взять первым с выгодой до 324 тысяч рублей. Звоните: 4 пятерки, 3 единицы. Сейчас правильно отдыхать у себя. Климат свой, родная среда, настоящий комфорт, все экологично. Все вопросы решат при мне лично. Медицина, бассейн, лечение подобрано. Здесь лучшие кадры персонала собраны. Телефон 386398. Здоровье и силы обратно привозим. Санатории компании «Татнефть». Курс на здоровье. Установка газового оборудования. ТПК МТЗ «Татарстан». Телефон в Елабуге 5 24 20. Здравствуйте! С каждым днем становится все прохладнее. Ноябрь приближается к своему экватору. О погоде на 10 ноября чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Вавлах, Азнакаево облачная погода с прояснениями, временами снег, прохладно, днем -2. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге не обойдется без снега и прохлады. Тут около 0. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше также облачно. Землю местами припорошит снегом, а температура понизится. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси такая же картина. Облачно, снег, пройдет в ночные часы и днем, около 0. В Болгаре, Држаном, Буинске также небольшой снег и прохладно. На дорогах местами гололед. Будьте внимательны и осторожны. Для жителей центральных районов республики 10 ноября будет пасмурным, временами со снегом. Температура воздуха около 0. В последующие сутки понижение температур продолжится. Не обойдется без снега, одевайтесь тепло и берегите свое здоровье. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» позвоночник лечат роботы, без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место. Боль уходит. Получите лечение в «Доктор Ост» по выгодной цене. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров.
Фильтр Гейзер Макс защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы – кальций, магний и калий. В Казани ожидается переменная облачность, небольшой снег, ночью около нуля, днем +2. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. На дорогах возможно образование гололедицы, будьте предельно осторожны. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба, влажность воздуха 77%, магнитное поле Земли спокойное. И еще одна интересная информация. Компания «Сервис Плюс», официальный дилер газовых котлов Мицуда по Республике Татарстан, представляет бесшумные, безопасные котлы с европейским дизайном и надежным сроком службы. Телефон 8 800 201 0707. Наступили холода, но ваш котел не греет? Проблему решит газовый котел Мицуда. Тихий, безопасный, надежный, согреет ваш дом и сделает уютным. Действует рассрочка, а также замена устаревшего газового котла на новый. Котлы Мицуда от официального представителя в Республике Татарстан компании «Сервис Плюс». 8 800 201 0707.